коллеги! Приветствую вас от имени команды, которая выполняет проект поддержку процесса национальной адаптации Кыргызской Республики. Хочу выразить уверенность в том, что настоящий семинар, безусловно, принесет позитивные плоды, повысит осведомленность, компетенции лиц, принимающих решений экспертного сообщества. И мы глубоко благодарны организаторам за возможность выступить, за возможность участвовать в этом семинаре и поделиться своими результатами. Когда мы планировали наше сообщение, рабочее название было такое: климатическое обслуживание и климатическое финансирование — две стороны одной медали. Это было образно и очень э, соответствовало тому, о чем пойдет речь. Но нас остановило важное обстоятельство, что климатическая повестка дня — это настолько сложная, многогранная сфера, что никак невозможно говорить только о двух каких-то ее аспектах. Поэтому вот название немножко другое. Следующий, пожалуйста, слайд. Если вкратце, будьте добры, переключите, пожалуйста, на следующий слайд. Наш проект нацелен на оказание поддержки Кабинету министров Кыргызской Республики в планировании процесса национальной адаптации. С тем, чтобы действия... Ничего не понимаю. Второй слайд. С тем, чтобы действия, которые будут предусмотрены предприниматься в рамках плана национальной адаптации климатической, были не только современными и соответствовали наилучшим мировым практикам, но и, что крайне важно, соответствовали условиям Кыргызской Республики, институциональным, организационным, технологическим, социально-экономическим, природно-климатическим, чтобы получаемые результаты продвигали политиков и лиц, принимающих решения, в их конструктивной деятельности и соответствовали чаяниям кыргызского народа. Пожалуйста, следующий. Работа сфокусирована на деятельности двух государственных агентств: Кыргызгидромета и Нацстаткомитета. Результаты их деятельности были важны во все времена, потому что это официальная государственная информация. Однако сегодня, когда общество захлестывают волны информации из интернета, где каждый может говорить то, что хочет, то, что ему нравится, эта информация особенно актуальна, потому что именно ей приходится доверять, потому что больше не на что опереться. И речь идет о том, какая информация этих служб нужна пользователям, и о том, как укрепить эти службы, чтобы их услуги были на самом высоком современном уровне и соответствовали запросам тех, кто принимает ежедневные решения по снижению климатических рисков в своей деятельности, будь то это простой фермер или министр сельского хозяйства. Пожалуйста, дальше. Здесь кратко о тех, кому адресована наша сессия, наше сообщение. Это представители частного сектора, реальной экономики. Это те, чьи активы размещены в окружающей природной среде и испытывают непосредственное воздействие от изменения климата, опасных климатических явлений. И финансирующие структуры – это банки, кредитные организации, страховые фонды, которые занимаются вопросами финансирования и страхования климатических рисков. Пожалуйста, дальше. И, собственно, вкратце, так в целом, речь идет о налаживании в Кыргызской Республике системы климатического обслуживания. Вот с правой стороны вверху это такое краткое определение, оно сформулировано с использованием в развитии определения ВМО климатического обслуживания. И здесь основную роль играет климатическая информация, предоставление ее заинтересованным лицам о погоде и климате, и любые знания о климате или в связи с климатом. Собственно говоря, так нам диктует и ВМО. И если мы говорим о заинтересованных лицах, вот они в центре у нас обозначены,
то они, испытывая негативные климатические воздействия, нуждаются очень крупно вот в 3 видах данных. Данные о погоде и климате, что было, что будет, чего ждать от климата в связи со своей производственной деятельностью, о технологиях, способах, инструментальных, других способах адаптации, как адаптироваться, приспособиться к суровым условиям. И третье, где, в принципе, взять средства на то, чтобы приспосабливаться или снижать свои выбросы, те, у кого есть потенциал для этого, те отрасли экономики. Дальше, пожалуйста. И продолжая эту такую простую очень логику, становится очевидным взаимосвязь климатического обслуживания и климатического финансирования. Потому что те же самые заинтересованные лица, находясь в поиске климатического финансирования, должны располагать сведениями о том, как можно снизить, как они вообще могут снизить климатические опасности, какие есть источники, именно механизмы финансирования. В обоих случаях заинтересованные лица нуждаются в широком круге сведений. И не только о погоде, о климате, но и о многих других вещах и явлениях в хозяйственной жизни, в общественной сфере развития общества. Все то, что делает нашу жизнь, все то, что показывает, как климатические изменения, нарастающие климатические изменения влияют на различные сферы жизни общества. Дальше, пожалуйста. И насколько разнообразен круг этой информации, иллюстрировано вот на этой схеме. Даже в укрупненном виде мы видим, что здесь не только непосредственное информирование, где Кыргызгидромет и Нацстаткомитет. Здесь и значит, образование, знания о технике, технологиях, значит, какие-то информации и сведения и продвижения в области рекламы, в пиар-сфере, консультирование и проектирование. Это все вот то, где нужна, те сферы, по которым нужна информация для широкого круга заинтересованных лиц, как это можно выразить, вот эту группу пользователей климатической информации, климатического обслуживания. И, конечно, сегодня основной фокус на финансировании и страховании. Вот это вот такой широкий круг знаний, потребностей. Пожалуйста, дальше. Теперь о том, каковы же потребители климатического обслуживания. Кто нуждается в климатической информации, в климатических услугах. Ну, прежде всего, и нам привычно это органы государственного управления, территориального управления и ведомственного управления. У них различающиеся функции, компетенции, но каждый орган отвечает в пределах своих полномочий за территориальный или отраслевой аспект климатической адаптации, формирует соответствующие нормы и правила, формализует их в нормативных правовых актах. Это вот такая отдельная группа, можно из 2 частей. Это разные отрасли, это разные уровни управления, от национального уровня до местного самоуправления. И громадная группа третья, самое главное, от которой, в общем-то, и зависит успех климатической адаптации, успех хозяйствования, успех благосостояния населения. Это частный сектор. Это юридические и физические, и физические лица тут есть, деятельность которых нацелена на получение прибыли, осуществляется за свой страх и риск, а активы находятся преимущественно в частной собственности. И они каждый день принимают решения о том, какие риски их ждут, как они могут работать с этими рисками, как снижать, избегать, разделять их, там много разных способов, и как увидеть появляющиеся климатические возможности, как защитить свои основные фонды, средства производства, чтобы не потерять прибыль, не сорвать план поставок и чтобы не было других, не потерять рынки, потребителей. Вот такие очень серьезные вопросы уже чисто из сферы бизнеса, из бизнес-риторики.
Банки, кредитные организации, страховые фонды, которые осуществляют финансирование, которые дают деньги на определенных условиях. Стратегии и тактика, конкретные условия механизмов климатического финансирования. Значит, страхование климатических рисков очень широкая, очень серьезная сфера, которая сейчас придается очень большое значение на международных площадках, потому что мы ее просто недооцениваем вот в своем обыденном сознании и понимании. А вот, например, как можно не рассматривать как страхование, допустим, вот такие серьезные, хорошие, конструктивные семейные, родовые связи между людьми, которые поддерживают тех, кому сложно, кто оказался в трудной ситуации. Это же тоже страхование, так, по большому счету. Некоммерческие организации, органы социальной защиты, сельские, городские, домашние хозяйства. И те, и другие по-своему, в своих условиях, каждые принимают решение тоже, как лучше жить, не просто выжить, а жить хорошо в условиях нарастающих нестабильностей погодных и неопределенностей. Спасибо большое. Дальше. Следующий, пожалуйста. И про поставщиков. Уже говорилось, что Кыргызгидромет, Нацстаткомитет это основные поставщики. Есть также секторальные отраслевые органы управления, международные агрегаторы. Это все те, кто предоставляют значит, сведения, информацию. Есть другие группы поставщиков, выделены специально финансирование и страхование, это вот банки, инвестиционные фонды. И то есть здесь широкий круг потенциальных поставщиков. В основном, еще раз останавливаюсь, Кыргызгидромет, Нацстаткомитет, поскольку они традиционно воспринимаются как единственные, но на самом деле потенциал очень широкий, и кроме этих двух структур тоже есть, существуют различные организации и возникают, и укрепляются, которые предоставляют информационные услуги потребителям, тем, кому это нужно. В целом, следующий, пожалуйста, в целом, вот если говорить о климатическом обслуживании, как оно сейчас сложилось в Киргизской республике, как мы его увидели, здесь есть общее с тем, что было сказано уже Иваном относительно климатического финансирования. Вот так вот, по климатическому обслуживанию можно сказать, что оно очень не развито сейчас в стране. Не сформированы группы потребителей и поставщиков. Нет осознания у потребителей, их много в потенциале. Когда мы разговариваем с частным сектором, с домашними хозяйствами, в разговорах выясняется, что да, эти сведения нужны, но вот где их взять, значит, даже о том, что есть возможность повысить свою информированность, улучшить свое положение, и то не всегда есть у людей, у потенциальных потребителей, о том, что есть структуры, которые дадут эту информацию, это еще более сложный вопрос для их понимания. То есть вот нет осознания, что такие возможности существуют. И поставщики климатического обслуживания, они тоже как бы вот есть два, и остальные как бы не очень себя осознают как таковые, свою важную роль в климатической адаптации и митигации Кыргызской республики. И здесь, как в любой сфере общественной деятельности, всегда есть регуляторы. Значит, регуляторы, поставщики, потребители и регуляторы. Это не значит, что это просто регулирование. Вот регулирование, наведение правил. Здесь даже речь идет больше о том, чтобы стимулировать и создать вот эти сферы, как бы нянчить их, выписывать, заботиться о том, чтобы они развивались. Сфера потребления и сфера предоставления климатического обслуживания. И здесь основная роль, конечно, правительства Кыргызской республики и законодательной власти, и, конечно, общественные неправительственные организации, национальные и международные, они тоже играют здесь свою роль.
Ну вот, в частности, международное, это в том, что все-таки международное давление оказывается на все страны, на все компании, которые в той или иной мере выходят, если связаны с международными рынками. А сейчас интеграция очень сильная по цепочкам поставок, и в каком-то звене фирма сидит довольная в своей стране, внутри страны, но оказывается, она участвует в цепочке поставок, и ей тоже будут задавать вопросы в связи с митигацией и адаптацией к изменению климата. Вот такие основные сферы нам хотелось бы обозначить в климатическом обслуживании, и в связи с этим вот некие аллюзии есть и с климатическим финансированием. Теперь, пожалуйста, следующий слайд. Здесь бы буквально 2 слова хотелось сказать о том, какие подходы мы применяем к своей работе, из чего мы исходим, какие требования мы предъявляем к своим результатам. И не хочется никого учить, объяснять, что есть что. Но вот наш опыт показывает, что как бы эффективный результат — это тогда, когда мы прежде всего стараемся соответствовать потребностям заинтересованных сторон. В данном случае в климатической адаптации, поскольку такая тематическая направленность нашего проекта. Второе условие — мы ориентируемся на современные международные подходы и лучшие практики. Потому что на многих международных площадках мы как бы участвуем в разных активностях. Все время есть такая фраза, когда рассказывается какое-то руководство, методика международная, докладчики, значит, докладывают, и потом уже возникает такой сюжет. Да, конечно, мы даем это как рекомендации рамочные, но каждая страна вправе принимать свой путь, руководствуясь этими рамками. Поэтому здесь вот тоже обязательное условие ориентироваться на современные международные подходы, лучшие практики, методики, руководство и прочие документы. И адекватность местным институциональным и организационным условиям. Я бы сказала, еще и технологическим, и социально-экономическим. Это и сложившиеся навыки и компетенции лиц, принимающих решений. Устойчивые практики и конструктивное взаимодействие разных государственных и негосударственных структур, структуры институтов государственного управления, организационная схема деятельности. Вот это все нужно постоянно учитывать, чтобы, ну, как говорят, попасть туда, куда надо, чтобы программы, которые мы разрабатываем, руководство, методики, чтобы они были для этой страны. Как говорят голландцев, голландский опыт очень хорошо, однако у нас голландцев мало. Вот это я позволила себе сказать, такой небольшой спич в заключение. Но все-таки уверена в том, что настоящий семинар очень важен, очень полезен. Я сама с удовольствием послушала эти вот массивы данных, и очень большая благодарность Ивану, что он вот как-то проанализирован был такой серьезный массив информации, и сказано то, что для Киргизской республики подходит. Вот это внушает уверенность в том, что проект успешный, и для страны будут получены очень хорошие позитивные результаты. Спасибо еще раз. Я высказалась. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу.